Мы часто ездим в экспедиции, чтобы рассказать вам о том, как живут люди в дальних углах и тех местах, куда вряд ли занесет обычного обывателя его обычная суета. Но сегодня мы даже дальше обычного, за пределами республики, и рассказ наш о древних временах. Чтобы оказаться там, где сейчас мы, представьте, что стоите где-нибудь в Усть-Куломе, направляете свой взгляд на юго-восток, проводите мысленно черту длиной 200 километров, и вы рядом с нами. Однако ехать сюда можно только по дуге в 1000 километров. И вы попадете на родину древних Коми, которая ранее называлась Биармия, позже Пермь Великая, а главным городом здешних земель всегда оставалась Чердынь. Но сначала небольшая историческая справка. 15 век. Московское княжество превращается в государство. В это время Коми представлены двумя группами – Пермью Вычегодской и Пермью Великой. Вычегодская – это мы, коми-зыряне, а Великая – это нынешние коми-пермяки и коми-язвинцы, расположившиеся вдоль Камы и рек, в нее впадающих. Вычегодские коми были уже к тому времени крещены Стефаном Пермским и входили в состав Московского княжества. А у великопермских не все просто сложилось. 15 век. Проливают свою кровь, да и чужую, попав между молотом и наковальней. Словно Москва или Рим, Чердынь стоит на 7 холмах, на берегу реки Колва. В этом месте в Колву впадает небольшая речка Чер, оттуда и название города, место рядом с устьем Чер. В 20 километрах от Чердыни, ниже по течению, река соединяется с Вишерой, что течет с уральских склонов. Как раз по ней и шла древняя дорога за Уральский камень. Первые русские письменные источники о Чердыни датируются 1454 годом. Город был известен как большой торговый коми-город. Кама и Волга, Вычегда и Двина, а также Вишера. Отсюда можно было направиться в любую сторону света. Но город жил задолго до письменных упоминаний. Каких только артефактов не обнаружили здесь археологи. Скандинавская и персидская посуда, украшения, местные художественные изделия в огромных количествах, которые сейчас имеют название как «Пермский звериный стиль». Судя по всему, со своими соседями, русскими и татарами, пермские коми не ссорились, а с вагулами, нынешними ханты и манси, жили даже в дружбе и родстве. Но в 15 веке мир здешний дал трещину. Начались этнические и государственные тектонические сдвиги. Начало шириться московское государство. Сначала ею был взят Новгород, главный конкурент Москвы. Приобретение земель Москвой продолжалось как на севере, так и на востоке. Границы московского государства приблизились к Уралу, однако впереди чужие и даже враждебные племена – татары и вагулы. И только пермские коми безопасны, но себе на уме. Уже несколько лет назад поставила Москва сюда своего наместника, князя Михаила, но пермяки все норовят своим умом жить. По своей инициативе и мир, и войну зачинают. Ведутся с кем хотят, с новгородскими купцами дружат,
с вятскими ушкуйниками договаривается пойти войной на ставших враждебными вогулов, и все за спиной Москвы. А ведь уже 10 лет, как крещенная Московской епархией. А все как не свои подданные. Через год после взятия Новгорода в 1472 году Москва посылает свои войска на Пермь Великую, чтобы привести Коми к подчинению. – 1472 год. Того же лета июня 26-го приди весть великому князю из Перми, что воевода князь Федор Пестрый землю пермскую взял, а пришел в землю ту на усть Черной реки на Фоминой неделе, четверток, и оттуда поиде на плотах и с коньми, и приплыв под город Анфалов, сойдя с плотов, и пойди оттуда на конях на верхнюю землю к городку Искору. Многие дороги здесь мало изменились с седых времен. В пути нам помогает наш друг, завкафедрой истории Пермского университета профессор Георгий Чагин. Без преувеличения, он лучший в России знаток истории Урала. Сегодня мы отправляемся от Чердыни на север, чтобы увидеть места, где столкнулись с пермяками отряды Москвы. Летопись гласит, что возле городка Искор московский воевода Федор Пестрый разбил войско пермяков и взял в плен 4 коми-князей. Их имена – Кача, Бурмат, Мичкин и Зынар. Мы не знаем точно, где была самая большая битва, но предполагаем, что в сакральном городке Искор. Он переводится с коми как «каменный город». Помимо городища Искор есть еще село Искор, примерно в 10 километрах от города, на скалах. В отличие от городища, село существует до сих пор. Ну вот только здесь скальные, а вот в окрестностях... Нет, дальше есть. Нет, овалы на горе. Подходим мы к узкой улочке. Вот это да, скала. Скалам, да-да-да. Первая кровь пролита была в Искоре. С этого момента будет еще много битв в Перми Великой, где будут гибнуть коми, русские, татары, вогулы. Вы только не падайте, да. И вот именно по этой расщелине поднимались все участники крестного хода в день Девятой Пятницы, посвященной памяти святой чудотворной Параскевы Пятницы. Да, и все, и взрослые, и пожилые, и мне рассказывали, и старухи в сарафанах, и лаптях, в котах, все поднимались по этой скале. Ну, вот это вообще-то, знаете, 1А категория альпинистская, потому что на самом деле это очень опасно. Я сейчас посмотрел, вот, например, я бы не рискнул вот сейчас после дождя подняться, потому что тут такая крутизна, и если будешь падать, конечно, в общем-то, сложно остаться невредимым. Сегодня вот это место, узкая улочка, очень известно, очень почитаемо. В народе сложилось такое убеждение, что кто поднимется снизу кверху, с того снимаются полностью грехи. Древний Искор стоит на 2 каменных горах. Осторожно. На одной из них 130 лет назад построена часовня Параскевы Пятницы, а задолго до нее тут был дом коми-князя. Он выполнял очень важную функцию. Защищал Пермь Великую с севера от неприятелей, от врагов. Но чтобы защищать, надо было городок превратить в крепость. Да, и поэтому сама гора уже как крепость с 3 крутыми склонами, а вот северная сторона пологая от реки Люнвы, и вот эта вот площадка верхняя, она со стороны севера защищалась земляными валами.
После взятия Искара воевода Федор Пестрый направился в Чердынь и, не доходя 5 верст до Чердыни, захватил городок Покчу. Сел в нем и привел всю ту землю, то есть эту пермскую землю, за великого князя. Пленил наместного князя Михаила, который хоть и был сюда поставлен Москвой, но ее политику игнорировал. Непонятно до сих пор, был Михаил по крови русским или коми. Федор Пестрый после захвата Покчи перевел сюда и столицу Перми Великой, а плененного князя Михаила отправил под конвоем к московскому царю. В Москве князь Михаил был прощен и утвержден снова на дальнейшее курирование великопермских земель. С этого момента Покча становится столицей Перми Великой аж на 70 лет. Покча ничем особенным не отличается от других городищ, разве что можно выделить одну природную особенность. Здесь берет начало река Покча. Водный поток вырывается из-под земли в одном месте и в один момент превращается в реку. Пермь Великая окончательно становится частью московского государства. И пермяки окончательно принимают христианство. Это сразу оттолкнуло родственных по былой вере вагулов. Кроме того, татары и вагулы понимали, что Чердынь с этого момента станет плацдармом для завоевания Москвой Сибири. Чтобы осадить движущихся на восток московитов, татары и вагулы начинают нападать на великопермские земли и на ее столицу Чердынь. На западном своде была фреска, еще вот сохранилась подпись ее: «Защита жителей городка Искара от нагайских татар». Вот здесь мы присмотримся и увидим. Наверху изображен городок Искар, внизу неприятели, татары, вода, и сверху летят камни и бревна. Жители этого городка защищаются от врагов. А вот здесь, на южном своде, посмотрите, фреска с подписью «Перенесение явленная иконы святой великомученицы Параскевы с городища в село Искар». Существует предание, что как-то в Искаре люди испугались наступающего татарского войска и спрятались в чаще леса. Татары поднялись в городище и обнаружили здесь только одного человека – Параскеву Пятницу. Они мучили ее, таскали по острым камням, чтобы она указала, где люди, но она не выдала искарцев. Прошло время, и сейчас каждый год по этим скалам проходит в честь Параскевы крестный ход. Войной шли на пермяков то татары, то вагулы. Особенно дерзкими были походы на коми вагульского князя Асыки. Кстати, легендарный пермский богатырь Кудымош был зятем Асыки, взяв в жены его дочь. Но тем больше была обида Асыки на бывших братьев по вере. Однажды, не сумев взять Чердынь, пролетел Асыка сотни километров на северо-запад, на Вычегду до Коми-Зырян, убил в Усть-Вымье епископа Петерима, пожег села и ушел за Урал в свой город Пелым. Коми же в ответ объединились с войском воеводы Федора Курбского, перешли Урал и разбили Асыку. Кстати, это был первый серьезный военный поход на Сибирь, причем до Ермака. В XVI веке Чердынь была в осаде 11 раз и ни разу не была взята врагом. В здешних храмах висят особенные иконы. Изображены на них 85 чердынских воинов. Они погибли в 1547 году, защищая город. Сейчас они небесные его защитники и покровители. Гора Полюд.
Она стоит напротив Чердыни и видна отовсюду. Она неразделима от истории Перми Великой. Существует такое легендарное предание о том, что в защите Чердыни помогал богатырь Полют, который жил на этой высокой горе. Вот он там имел свою охрану, свои отряды. Вот. И когда с Вишеры спускались сибирские татары, вот он предупреждал Чердынь, и она готовилась к осаде. Как он мог предупредить? Ну, судя по преданиям, он разводил костер, дым отсюда было видно, 30 километров до Полюда. Все, значит, какие-то неприятели. У населения сложилось такое убеждение, что Полют для нас барометр. Если его видно, а расстояние 30 километров, значит, будет хорошая погода. В XV веке Чердынь была самым восточным городом Московского государства. Главная дорога в Сибирь шла тоже здесь. Спустя 70 лет после взятия Перми Москвой столица вновь из Покчи перешла в Чердынь. В это же время начали строить здесь деревянный Кремль, монастыри и храмы. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, Боже наш! Чердынь долгое время был пограничным городом, и тут была даже таможня. Но чуть позже к московским землям присоединились татарские и башкирские края, и в 1597 году открылась новая дорога в Сибирь, минуя Чердынь. Называлась она Бабиновская, шла южнее и была гораздо короче. Политическое и экономическое значение Чердыни тут же начинает угасать. И, возможно, город бы исчез, если бы не местные купцы. Они открыли для себя Печорский край, рынки зырян, поморов и самоедов. С того времени Чердынь принимает облик купеческого города. Таким он предстает и сейчас. Преддверие смутного времени на Руси. Царская династия Рюриковичей завершилась. Борис Годунов ссылает Романовых, своих конкурентов, на царство, в монастыри и казематы. Среди пострадавших все 6 братьев Романовых. Самая ужасная судьба выпала князю Михаилу. Он был отправлен под конвоем в Чердынь. Мы отправляемся по его следам. Таежное село Ныроб, не столь маленькое. По иронии судьбы, приняв в XVI веке первого арестанта Михаила Романова, сейчас село наполовину состоит из тех, кто сидит на местной зоне, и тех, кто их охраняет. Ныроб за свою историю дважды попадал в орбиту большой политики. Первый раз в 1601 году, когда привезли сюда Михаила Романова. На Михаила надели кандалы и цепи весом 40 килограммов и бросили в яму. Прожил он в ней почти год. Никак не умирал, хотя стража морила его и голодом тоже. Оказалось, его подкармливала добросердечная коми-детвора. Стража арестовала и репрессировала родителей сердобольных детей. Князь Михаил тогда же и был задушен обозленной стражей. В 1602 году стража его похоронила вот там вот в 300 метрах севернее этой ямы и уехала. Проверим, можно ли там год просидеть? Да, в этой яме. Пойдемте, Да. пойдемте больше на это место.
И кто же знал в то время, что племянник князя Михаила Романова через 15 лет станет царем, первым в династии Романовых? И благодарные Романовы воздадут почести таежному селу, прибудут сюда разные чины, окажут различную помощь, а царская власть отменит для ныровцев уплату всех пошлин и налогов на все времена. На месте ямы узника поднялась часовня, вокруг был разбит сад, рядом построена уникальная церковь. Это было первое каменное строение в деревне. Церковь настолько отличалась красотой от виденных ранее, что возникли здесь легенды, мол, это не люди построили ее, а сами небесные силы способствовали. Мои родители венчались тут в 23-м году. И свадебные приезжали из деревни за 40 километров на 5 лошадях. Все по традиции было, как заведено. Будущие новобрачные ехали раздельно на своей лошади. Только после венчания сели вместе на одну лошадь. Привольная беспошлинная жизнь ныровцев с революцией закончилась. Но и здесь помог им случай. В 1913 году приехал сюда отбывать ссылку молодой революционер Климент Ворошилов. Жизнь в тайге была для него скучна, но не более. Царское правительство выделяло ему деньги на питание и проживание, а кроме того, ему постоянно приходили из Луганска денежные переводы. На горе видим двухэтажный дом. Это был частный дом, но в нем была земская почта. И Ворошилов, он приходил, отправлял свои письма, получал переводы. Он подружился с начальником почты, с Милицыным. Он был из польских, видимо, ссыльных тоже, давних. И у этого Милицына был фотоаппарат. И Милицын заснял Ворошилова здесь в Нырове много-много раз. Клим здесь жил, особо не тужил, ходил на охоту, но стрелял, говорят, скверно. Из чего это появились в дальнейшем ворошиловские стрелки? Ворошилов отсидел только год. По иронии судьбы, его амнистировали по случаю празднования 300-летия дома Романовых. Царь Николай II оказался милосерднее Климента. 20 лет спустя подпись Ворошилова будет стоять на расстрельных списках 187 тысяч россиян. Однажды, уже после революции, местные жители обратятся с прошением к Ворошилову с просьбой отменить им продналог по причине крайней бедности. Прошение было отправлено с хозяйкой дома, где обитал Климент. Хозяйка вернулась из Москвы радостная. Климент принял хорошо, Буденный играл на балалайке, Сталин с Ворошиловым плясали, продналог к деревне отменили. В Ныробе увековечили память обоих благодетелей. Есть музей Романовых и улица Ворошилова. Вернемся опять в Чердынь. Постепенно Пермь Великая обрусела. Остатки местных коми остались лишь на отрогах Урала. Их сохранила от ассимиляции старообрядческая вера. Бурлун. Здравствуйте, Бурлун, Лунбур. Кычшуаны пьянас. Кыч, Кычшуаны. Нимыт кычтен. Екатерина Евсеевна. Кыч олат. А? Кыч олата. Да, что на шибко уж старая, да. А так-то хорошо. Старообрядчество консервировалось, замедляло развитие этого населения и сохранялась у него архаичная культура, быт, представления, а тем более тут старообрядчество соединилось и еще с таким явлением, как у народа свой язык. Пробовала среди береветки, пробовала со ста бодова, быва, реки, берви, да побода,
Чердынь стала строгановской вотчиной. Появились соляные заводы. Здесь окончательно сформировался отряд Ермака. В Чердыне большой промышленности никогда не было, хотя и был город торгово-купеческим. Местные купцы активно торговали на Печоре, и даже после революции наш Троицко-Печорский район одно время входил в состав Пермского края. Это видно даже по издававшейся тогда газете. Купцы были настоящими меценатами, подымали на свои деньги школы и больницы. В Чердыне никогда не было более 7 тысяч жителей. Самое удивительное, здесь нет центрального водопровода и канализации. Но купеческая старина видна во всем. Однако строятся активно сегодня гостевые дома. Гостей все больше. Каждое лето проводится фестиваль «Зов Пармы». Съезжается на поле в Покче 30 тысяч человек. Историки, паломники и даже уфологи все в здешних местах что-то для себя находят. А вот дом. Из окна второго этажа однажды выпрыгнул человек и сломал ногу. Его звали Осип Мандельштам. Он был сослан Сталиным в ссылку за свои знаменитые стихи «Мы живем под собою, не чуя страны». Но в дороге Осип Мандельштам заболел и слег в эту больницу. Ночью измученному человеку показалось, что к палате приближаются шаги чекистов, и он прыгнул в окно. Какой мы Чердынь видим, это вклад купцов, они имели доход от торговли с Печорским краем. И так было до 1918 года. Что же случилось с династиями купеческими? 1 июля 19 года Белая армия Колчака уходит в Сибирь под натиском Красной армии. Купцы видят эту ситуацию, они с Белой армией уходят из Чердыни навсегда. Но это конец Чердыни? Той высокой социально-экономической жизни это конец, конечно. Потом в советские годы она только выполняла административную функцию. Центр района, центр территории. Как нам сказал вчера отец Варсонофий в Неровском храме, что Чердынь пока будет сохраняться, затухать будет все по округе, а она, если будет затухать, то в последнюю очередь. Но я думаю, что она не затухнет. Ирония судьбы есть и в том, что время одно придает забвению, а другое возвеличивает. У времени своя логика. Например, Сыктывкар всегда был глухим селением, а стал столицей республики. А Чердынь, столица Перми Великой, торговый город на перекрестке мировых дорог, превратился в провинциальный городок. И все богатство Чердыни сейчас только в одном – в ее великой истории.